Здравствуйте, дорогие участники курса о фандрайзинге для культурных проектов. Меня зовут Алина Яблонская, сегодня я буду вашим лектором. Я менеджер по грантам, коммуникациям и финансам с более чем 10-летним опытом. Я в своей работе поддерживаю НКО, импакт-стартапы и бизнес. За эти годы сотрудничала с разными международными организациями, USAID, Европейской комиссией, Шведским институтом и другими европейскими и американскими фондами. Я люблю участвовать в проектах, которые расширяют доступ к технологиям и ресурсам для комьюнити, у которых не всегда есть возможность найти их легко и просто. Я работаю с уязвимыми сообществами, в особенности с проектами для женщин, молодежи и профессионалов в изгнании. Моя экспертиза охватывает стратегическое планирование, финансовый менеджмент, грантовый менеджер, анализ данных, мониторинг, оценку, донорскую отчетность и измерение социального импакта. Также я много лет работаю ментором и преподаю фандрайзинг. В этом модуле мы поговорим именно о фандрайзинге, о грантовом фандрайзинге, который так актуален для инициатив в сфере культуры и НКО. Я рада быть здесь с вами и надеюсь, этот курс будет для вас полезным. Мы начнем с простого вопроса, который задают люди, когда встречаются с фандрайзингом: а где деньги? И кажется, что это первый вопрос. Но на самом деле это второй вопрос. Люди ищут базы данных, подписываются на ссылки фондов, читают открытые конкурсы. Это все правильно, но все же это второй шаг. Правильный вопрос и первый шаг. Почему донор должен выбрать именно вас? Это принципиальная смена угла зрения с просящего на стратегический. И именно эта оптика определяет успех или провал вашей заявки еще до того, как вы написали первое слово. Представьте себе ситуацию. Два человека приходят на переговоры. Первый говорит: у меня есть проект, мне нужны деньги, и вот что я хочу сделать. Второй же говорит: я изучил ваши приоритеты, у меня есть что вам предложить, я вижу, как я могу закрыть вашу боль. Как вы думаете, кто уйдет с предложением? Или хотя бы оставит о себе очень приятное впечатление? В этом-то и есть разница между заявкой, написанной о себе, и заявкой, написанной для партнера. И вот тут существует информационный разрыв, который мы постараемся закрыть в этой лекции. Звучит он так: вы не знаете обо всех возможностях грантодателя, а он, естественно, не знает о ваших возможностях. Задача системного фандрайзинга — сократить этот разрыв, не ждать, пока донор сам вам предложит, не угадывать его приоритеты, а именно изучать их методично, через публичные документы, которые большинство заявителей иногда просто не читают. Я скажу, наверное, такую крамольную вещь, что фандрайзинг — это не про деньги. Фандрайзинг — это по стратегии, по стратегическое мышление, совмещение вашей организации и организации донора. Когда это совмещение есть, заявка пишется легко, так как вы понимаете, чего именно от вас ждут. Когда этого совмещения нет, написать ее сложно, и никакой технический навык грантрайтинга тут уже не поможет. Большинство заявок, которые не получают финансирование, на самом деле написано хорошо. У них сильная идея, реалистичный бюджет, опытная команда. Но они не получают финансирование по другой причине. Они написали то, что важно самой организации, а не то, что важно самому донору. Задача этой лекции — дать инструменты, которые помогут вам перестроить эту логику. Начать не со своего проекта, а с ожиданий донора, с понимания того, кто, зачем и почему будет читать вашу заявку. И начнем мы с фундаментального понятия, без которого все остальное теряет смысл, с понятия импакта. Слово «импакт» встречается в каждом втором донорском документе. Вы все его наверняка встречали. Его переводят как воздействие, эффект, влияние, но ни один из переводов не передает его смысл точно. Разберем понятие «импакт» через всю структуру логики изменений, которые обычно используются в заявках на финансирование. Есть всего 4 уровня логики изменений. Это activities, мероприятия, то, что организация делает физически. Вы провели воркшоп, вы записали документальный фильм, вы издали книгу, вы сделали выставку. Это действия, они поддаются планированию, измерению, но сами по себе они не являются результатом вашей деятельности. Есть outputs, то, что можно перевести как выходы. То, что было произведено в результате мероприятий. Например, 30 участников прошли обучение, опубликовано 3 видео, издана 1 книга.
напечатаны 500 буклетов. Посетители выставки 2000 человек. Это уже больше, чем просто активности, но это еще не то, что интересует донора напрямую. Это измеримые продукты деятельности. Далее следует outcomes, изменения. Это то, что изменилось у людей или в системе благодаря вашей работе. Участники обучения научились писать заявки на гранты и через 3 месяца подали свою первую заявку. Видео посмотрели 15 тысяч человек, 200 из которых впервые узнали о белорусской культуре и подписались на новые организации. Это уже близко к тому, что от вас ожидают. Здесь появляется реальное изменение в мире. И, наконец, импакт. Это долгосрочные системные изменения в обществе или в мире, к которым привела работа вашей организации или системная работа нескольких организаций. Не в ходе одного проекта, а в результате вашей устойчивой деятельности. Иногда она измеряется годами. В регионе вырос культурного фандрайзинга, и появилась новая культурная инициатива. Белорусская культура стала видимой в европейском публичном пространстве. Диаспора укрепила связь с языком и идентичностью. Вот это и есть импакт, значительные изменения в мире. Ключевое изменение между outcomes и импактом в долгосрочности и краткосрочности изменений. Outcomes — это изменения у конкретных людей в краткосрочной перспективе. Импакт же — это то, что произошло с системой или с обществом в долгосрочной перспективе в результате изменений, накопленных во времени. Тут важно понимать, организация не обязана в одиночку создавать импакт. Иногда это просто невозможно. Вы, ваша организация, вносите вклад вместе с другими организациями. Именно поэтому в грантовых заявках вы часто встречаете термин «contribute to impact», то есть внести вклад в системные изменения, а не быть их единичным актором. Почему же доноры думают на языке импакта? Что в нем такого особенного? Каждый донор перед кем-то отчитывается. Еврокомиссия отчитывается перед налогоплательщиками и Европарламент. Частный фонд перед советом директоров и учредителями. Корпорация перед акционерами и рейтингами социальной ответственности. Когда донор финансирует проект, он должен объяснить: мы дали деньги, и вот что произошло в мире благодаря этому. Если организация не дает ему ответа в заявке, он не может его дать своим стейкхолдерам. И тогда вы получаете отказ. Не потому, что проект плохой, а потому что донор не может дальше его объяснить. Программный офицер фонда, который читает вашу заявку, сам должен защитить свое решение перед руководством. Фраза «мы профинансировали фестиваль, потому что это важно» не аргумент в разговоре. А вот мы финансировали проект, который изменил восприятие белорусской культуры у 73% участников и создал профессиональные возможности для 40 художников, это уже имеет смысл. Понимание этой системы подотчетности – один из самых недооцененных навыков в фандрайзинге. Когда вы пишете заявку, вы должны четко понимать, что вы пишете не для человека, который ее читает. Вы пишете ее для всей организации. Вы создаете инструмент, который далее этот человек будет использовать внутри своей организации и обоснует на основе его свое решение. И далее у нас возникает частый вопрос: а как это доказать? Как доказать импакт? Один из самых распространенных ответов на этот подход звучит так: но мы не можем гарантировать импакт. Это слишком долгосрочно, это зависит от множества факторов, которые не в наших руках. Это правда. И именно поэтому в грантовых заявках используется понятие theory of change. Это теория изменений. Это не обещание, что импакт произойдет. Это обоснование, объяснение того, почему организация верит, что ее действия приведут к конкретным изменениям при определенных условиях. Доноры не требуют гарантии, они требуют логики. И именно эту логику нужно уметь выстраивать и объяснять. Мы подробно разберем Theory of Change во второй лекции этого курса. А сейчас нам достаточно понимать одну простую вещь. Импакт — это не то, что нужно обещать. Импакт — это то, что нужно объяснить. И мы объясняем, и тут возникает типичная ошибка. Мы останавливаемся слишком рано в этом объяснении. Большинство заявок культурных инициатив написано на уровне activities и outputs. Мы проведем фестиваль, мы выпустим альманах, мы организуем выставку, мы пригласим людей. Это все честно, но недостаточно. Полезный инструмент для проверки собственного текста — задать вопрос:
И что из этого следует? 5 раз подряд. Каждый раз, когда вы задаете этот вопрос, логика ответа становится глубже. Провели выставку белорусского современного искусства в Варшаве. И что из этого следует? Ее посетили 2000 человек. И что из этого следует? 400 из них впервые соприкоснулись с белорусской культурой. И что из этого следует? Среди них оказались журналисты, которые написали 12 материалов о белорусском гражданском обществе. И что из этого следует? Белорусская культура стала частью публичного дискурса в Польше. И это создает основу для политической культурной солидарности. Вот, последний ответ и есть ваш импакт. Именно на этом уровне нужно формировать цель проекта. Не провести выставку, не создать условия для долгосрочной видимости, а создать условия для долгосрочной видимости белорусской культуры в европейском публичном пространстве. Сейчас мы проведем с вами маленькую практику, прямо здесь и сейчас. Вы возьмете любой свой текущий проект или тот, над которым вы работаете, запишите одно предложение. Что вы делаете? Скорее всего, вы написали сейчас что-то на уровне activities или outputs. Теперь 5 раз спросите себя, и что из этого следует, и запишите каждый ответ. Посмотрите, где вы остановились. Большинство людей останавливается на 2-м или 3-м вопросе, на уровне охвата или знаний. Это важный диагностический момент. Там, где вы остановились, это и есть потолок, до которого вы сейчас описываете свою работу. Если дойти до 5-го уровня сейчас сложно, это не ошибка и не слабость проекта. Это сигнал, что ваша теория изменений еще не до конца проработана. И это можно исправить. Именно этому посвящен следующий блок курса. Одно важное уточнение. Не все проекты доходят до уровня системных изменений в рамках одного гранта, в рамках одного проекта. И это нормально. Маленький проект может честно работать на уровне outcomes. И это вполне достаточно для большинства фондов. Проблема не в масштабе. Проблема в том, когда организация останавливается на уровне activities и называет это результатом. Разберем 3 типичных паттерна, чтобы легче узнать в них себя. Первый паттерн. Мы делаем красивые вещи. Заявка полностью написана на уровне activities. Описание проекта – это, по сути, программа мероприятий. Мы создали красивый концерт, красивую выставку, красивую публикацию и красивый воркшоп. Зачем это нужно? Не сказано. Что изменится у людей? Не сказано. Почему именно этот формат решает именно эту проблему? Тоже не сказано. Такие заявки получают высокие оценки за интересный контент и низкие за relevance to program objectives, то есть соответствие программным целям. Паттерн второй. У нас большой охват. Организация научилась считать outputs и гордится этим, и много вставляет цифр. Мы охватили 5000 человек. Донор читает это, ему приятно и задает вопрос, который в заявке остается без ответа. И что с ними стало после? Охват – это не результат, это масштаб. Без ответа на вопрос, что изменилось, это просто большое число. Паттерн третий. Мы уверены в важности нашей работы. Организация формулирует outcomes, но без доказательств и без механизма. Участники укрепили культурную идентичность. Возможно, это правда. Но как это измерялось? Откуда известно? Утверждение без метода – это не outcome, это намерение. Выйти из любого из этих паттернов помогает одна вещь – добавить в описание проекта механизм изменения. Конкретное объяснение того, почему именно это действие приводит конкретно к этому результату, конкретно у этих людей. Не мы верим, что культура важна, она безусловно важна, а участие в совместном создании культурного продукта формирует чувство принадлежности к сообществу. Это показывают исследования X, Y, и именно то, чего не хватает нашей целевой группы. Как же понять, чего именно от нас ждет донор? Для этого мы используем полиси-оптику. Полиси-оптика – это способность читать донора через его стратегические документы. Мандаты и язык. Видите логику работы прежде, чем вы начнете писать заявку. Каждый донор – это не организация с деньгами. Это актор со своей повесткой, своими обязательствами перед собственными стейкхолдерами и своим способом измерять успех. Если проект не вписывается в эту повестку, неважно, насколько он хорош или плох сам по себе, он не пройдет, потому что донор не сможет объяснить, зачем он его финансирует. Тут центральный принцип такой. Донор должен узнать свой язык в вашей заявке. Не нужно ничего переводить, нужно отражать. Это работает так.
Если в Call of Proposals слово resilience встречается 7 раз, оно должно быть в заявке. Не потому, что это модное сейчас слово, и потому что донор уже сообщил вам, что именно это понятие организует его мышление о данной теме. Использовать другое слово значит говорить на другом языке с человеком, который ждет конкретных сигналов. Если фонд в своем годовом отчете постоянно пишет о системных изменениях, ecosystems building, то не стоит писать ему о конкретных мероприятиях. Нужно показать, как мероприятия запускают системные изменения, что вы конкретно делаете для этих системных изменений, и как в результате строится целая экосистема. И это не риторический прием, это уважение к тому, что донор уже сообщил в своих документах, как он хочет, на каком языке, чтобы с ним говорили. Здесь мы переходим к очень важному вопросу. Где именно читать донора, как именно и где можно его понять? Большинство организаций читают только Call of Proposals, конкурсную документацию. Это необходимо, но недостаточно. Вот более полный список источников. Work Program или Strategic Plan. Это документ, объясняющий, почему данный конкурс вообще существует. Там описаны проблемы, которые донор хочет решить, и изменения, которые он хочет увидеть. Это самый ценный документ для понимания логики конкурса. И, к сожалению, самый редко читаемый. Annual Report, годовой репорт. Здесь видно, что фонд описывает успех уже поддержанных проектов. Какие истории он выбирает, какие цифры приводит, какой язык использует для писания изменений. Это готовый образец для вас того, как донор считает свои результаты и что он считает хорошим результатом. Funded Projects and Grantees. Это база по финансированию проектов донора. Здесь видно, что конкретно получало финансирование в последние 2-3 года. Если все проекты работают с молодежью в странах Балтии, это важный сигнал о географии и тематических предпочтениях донора. Подумайте о них. Спичес и публичные заявления руководства фонда. Конференции, интервью, посты в LinkedIn. Здесь часто можно найти прямые формулировки того, куда фонд движется в следующие годы и какие приоритеты он для себя выделил прямо сейчас. И, наконец, LinkedIn программного офисера. Если вы подписаны на него, вы молодцы. Что он или она публикует, комментирует. Это прямой сигнал о личных приоритетах конкретного человека. И этот человек будет читать вашу заявку. Это очень важно для понимания контекста, как он именно будет смотреть на вашу заявку. Здесь у нас часто возникает такое распространенное возражение. Если все будут использовать язык донора, все заявки станут одинаковыми. А тут еще и искусственный интеллект нам поможет. Мы вообще не сможем отличить одну заявку от другой. Это верно, но лишь частично. Язык должен быть донорским, но содержание должно быть вашим. Уникальность проекта в подходе, в команде, в вашей истории, в вашем сторителлинге. Язык — это способ всего лишь сделать читаемым для конкретного донора. Профессиональный грантрайтер не пишет одну заявку, не рассылает ее в 10 мест. Он готовит 10 отдельных заявок на 10 разных языках для разных доноров. А сейчас мы с вами рассмотрим актуальные тренды 2025-2026 года среди доноров. Мы рассмотрим ландшафт международного финансирования. Этот ландшафт постоянно меняется. То, что работало в 20-х годах, сегодня может не работать. И наоборот, сегодня откроются возможности, которых не было раньше. Мы разберем ключевые тренды, важные именно для белорусских культурных инициатив. Первый тренд называется Localization Agenda. Доноры переходят в финансирование проектов, управляемых крупными западноевропейскими организациями к поддержке местного лидерства. Принцип простой. Решения должны приниматься теми, кто живет в контексте, а не теми, кто его изучает снаружи. Для организации белорусской диаспоры, белорусских культурных проектов это прямое конкурентное преимущество, так как вы и есть носители, если вы правильно научитесь это артикулировать. Мы не внешние эксперты по белорусской культуре, мы ее носители, и это сильная позиция, но ее нужно формулировать явно, потому что не всегда это очевидно из заявки. Culture as resilience. После 2020 года культурные инициативы перестали быть дополнительной темой, необязательным приложением к серьезной гражданской работе. Культура как инструмент сохранения идентичности, противодействия авторитаризму, поддержания сплоченности сообщества в условиях репрессий и вообще сложной жизни в условиях идущей войны на Украине, это сейчас в центре интересов многих фондов, работающих с демократией и правами человека. Это важный нарративный сдвиг. И раньше культурная организация должна была объяснять, почему культура важна.
Сейчас это объяснение не требуется. Нужно только правильно показать механизм ваших изменений. Диаспора как актор, а не жертва. Нарратив, в котором белорусская организация описывает себя через потерю и страдания, привлекал внимание несколько лет назад. Он по-прежнему важен. Но сейчас доноры хотят видеть агентность. Не мы выжили, а мы строим, мы преобразуемся, мы несем нечто новое. Диаспора — это ресурс, как мост между культурами. Генератор идей, моделей, форматов, которые могут быть реплицированы внутри Беларуси после политических изменений. Организации, которые позиционируют себя именно так, как строители будущего, а не документаторы прошлого, получают заметное преимущество в заявках. Корфандинг снова вернулся в моду. То, что называется институциональным фандрайзингом. Крупные фонды возвращаются к практике институционального финансирования. Это деньги не только на конкретный проект, но и на операционную деятельность организации, зарплаты, аренду, административные расходы, развитие команды. Для небольших инициатив это критически важно. Исторически они тратили все силы на проектный фандрайзинг, оставляли базовую структуру нестабильной. В результате с окончанием каждого гранта организация оказывалась в кризисе, теряла людей, начинала все сначала. Корфандинг позволяет развивать этот цикл, следить за тем, кто из доноров открывает такие возможности, часть стратегического фандрайзинга вашей инициативы. Безопасность как стандарт. В работе с белорусским контекстом доноры все чаще требуют четкого описания того, как именно организация обеспечивает безопасность участников, управляет персональными данными, минимизирует риски для людей внутри Беларуси. Это не формальное требование для галочки. Это фундаментальный вопрос доверия. Донор, кто финансирует вашу работу в авторитарном контексте, несет репутационную и этическую ответственность за то, что происходит с людьми. Организации, которые думают об этом системно и прописывают конкретные протоколы безопасности в заявках, получают значительное преимущество над теми, кто об этом не думает или думает, но не пишет. Усталость от кризисного нарратива. Часть доноров, работающих с белорусской темой с 2020 года, открыто говорит об усталости от однотипных заявок. Проблема не в том, что тема потеряла актуальность. Проблема в том, что многие заявки за эти годы стали похожи друг на друга. Одинаковые цифры, одинаковое описание репрессий, одинаковые ссылки на события 2020 года, одинаковая риторика жертвы и сопротивления. Это сигнал не к тому, чтобы замолчать о репрессиях, а к тому, чтобы искать новые нарративные рамки. Трансформация вместо страдания, строительство вместо выживания, будущее вместо прошлого. Доноры ищут организации, которые думают на несколько шагов вперед и умеют об этом рассказывать. Давайте же сейчас посмотрим, как использовать эти тренды и как можно избежать типичных ошибок. Знание трендов — это инструмент, который легко использовать неправильно. И вот 3 типичных ошибки. Первое — упаковать старый проект в новый тренд. У нас был проект про культурный обмен. Теперь мы назовем его Diaspora Resilience, потому что это в тренде. Опытный программный офисер видит это сразу, когда нарратив заявки наклеен поверх содержания и не вырастает из него. Это чувствуется о том, как написаны детали. Тренд должен описывать то, что организация действительно делает, иначе это создает риск на этапе отчетности. Вторая ошибка — использование трендового слова без наполнения. Наш проект способствует resilience. Это ничего не значит само по себе. Нужен механизм, каким именно образом, через какие конкретные действия, у каких конкретных людей формируется устойчивость. Третье. Игнорировать тренды вовсе. Некоторые организации принципиально не хотят подстраиваться под донора, считают это компромиссом с аутентичностью. Но изучить, как донор думает о своей работе, это не компромисс, это базовое уважение к партнеру. Вы же не придете на деловые переговоры, не зная ничего о компании собеседника. Это точно такой же пример. И здесь есть одно простое правило. Тренды нужны для того, чтобы показать донору точку входа в вашу работу, не для того, чтобы изменить саму вашу работу. Если организация действительно работает с resilience, нужно показать это явно, потому что это совпадение и ваш поинт успеха. Если это не работает, то не нужно притворяться. И сейчас мы поговорим о разных типах доноров и какие логики они используют при оценке проектов. Один и тот же проект, например, создание цифрового архива белорусской независимой культуры, нужно описывать принципиально по-разному в зависимости от типа донора. Не потому что нужно что-то приукрашивать или скрывать, а потому что каждый тип донора задает разные вопросы и, следовательно, слышит разные ответы. Первый тип донора, самый большой, самый известный всем вам, это Европейская комиссия.
Европейская комиссия – это политическая машина с четкими мандатами. Каждая программа существует не сама по себе, а как инструмент реализации конкретной политики по демократизации, свободе прессы, культурному разнообразию, поддержке гражданского общества. За каждым конкурсом стоит политическое решение. Мы хотим достичь изменений X в Восточной Европе и готовы финансировать организации, которые помогут нам это сделать. Прежде чем писать заявку на конкурс Европейской комиссии, необходимо почитать не только Call for Proposals, но и Work Program, документ, объясняющий, почему этот конкурс вообще существует. Там описаны проблемы, которые ЕС идентифицировал, и системные изменения, которые хочет увидеть. Задача заявителя — показать, что его проект является инструментом для достижения именно этих изменений. Язык у Еврокомиссии прямой. Здесь ценятся activities, outputs, outcomes, impact, линейность и измеримость. Каждый уровень требует конкретных верифицируемых индикаторов. Белорусская культурная идентичность будет задокументирована. Это не индикатор. Нельзя проверить, выполнено оно или нет. 3000 единиц культурного наследия будут оцифрованы и доступны через открытую платформу к концу 3-го квартала. Вот это индикатор. Есть число, есть действие, есть срок и есть способ проверить. Язык мы используем технически, структурированный, лишенный лирики. Логфреймы или Theory of Change — это обязательно, как и отдельные приложения. Бюджет должен быть прозрачным до уровня отдельных статей с обоснованием каждой. Художественный нарратив без цифр и без прямой связки с программными приоритетами — это прямой путь к отказу на этапе формирования оценки. Здесь еще очень важно поговорить о конкуренции. Крупная программа Еврокомиссии получает до 300 заявок, а иногда и больше, на этапе проектной заявки. Только 10-15 из них попадут в шорт-лист. 3-5 получат финансирование. Эта информация публикуется открыто в отчетах об оценке, которые доступны на сайте Еврокомиссии, и вы можете изучить до принятия решения о подаче. И это стандартная практика фандрайзинга – заранее оценить свои силы и вложенное время. Сейчас мы перейдем к частным фондам. У них несколько иная логика работы. У каждого частного фонда есть стратегия на 3-5 лет, описывающая собственную теорию изменений. То, как именно, по мнению фонда, мир становится лучше. Это не абстрактный документ. Он определяет, кому фонд дает деньги, на что и почему. Задача заявителя — понять эту теорию и показать, что проект в нее вписывается. Это называется alignment — совпадение миссии. Alignment не про то, чтобы подстроиться и исказить свою работу, а про то, чтобы найти реальное пересечение и сделать его видимым. Разница между Еврокомиссией и частным фондом в этом смысле принципиальна. Еврокомиссия финансирует проекты, которые реализуют ее политику. Частный фонд финансирует организацию, которая разделяет его видение изменений. Первое — транзакционно, а второе — партнерское. В частные фонды, работающие с демократией и гражданским обществом, понимают, социальные изменения нелинейны. Поэтому они не ждут идеального логфрейма с гарантированным индикатором. Они готовы финансировать строительство экосистемы, не только конкретные мероприятия, но и развитие организационных возможностей, сетей, культуры внутри сектора. Это открывает возможности, которых нет в финансировании от Еврокомиссии. Можно писать о процессах, а не только о продуктах, о том, что организация учится, а не только о том, что она конкретно производит. Язык заявки для частного фонда живой, но стратегический. Здесь уместны истории людей, но они должны быть иллюстрированы и вставлены в системную логику, а не заменять ее. Одна история без теории изменений не работает. Теория изменения без истории слишком сухая, слишком схематичная. Нужно и то, и другое. Я сейчас озвучу структуру успешной нарративной заявки для частного фонда. Это вдохновляющий заголовок, суть проекта в одной фразе. Контекст и вызов, какую конкретно проблему решает проект. Визия, каким станет мир, если проект сработает. Реализация, как конкретно и что будет сделано. Результаты, количественные и качественные. Истории участников, живые примеры реального влияния. Итоги, ключевые выводы о ценности этого проекта и, конечно, благодарности партнерам и донорам. Перед подготовкой заявки в частный фонд есть одно практическое правило. Читайте годовой отчет. Годовой отчет фонда — самый ценный, самый недооцененный источник для подготовки заявки. В них видно, как именно фонд описывает успех уже поддержанных проектов,
какие истории он выбирает, какие цифры приводит, какой язык использует. Это готовый образец. Вы можете использовать структуру этих историй и даже копировать ее. Именно структуру, не саму историю. Еще для частных фондов очень важны отношения. Частные фонды часто работают через них. Программные офисы, которые знают организацию, это не гарантия получения гранта, но это существенное преимущество к тому, что ваш проект будет правильно понят. Поддерживать контакт нужно постоянно, а не время от времени. Часто на практике это выглядит как регулярные короткие обновления о работе организации, ньюслеттеры, приглашение программного офиса на ключевые мероприятия, упоминание фонда в публикациях. Цель не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы офис понимал контекст вашей работы задолго до того, как получит от вас заявку. Сейчас мы поговорим о третьем типе доноров – корпоративных спонсоров. У них совершенно иная логика работы. Ведь корпорация – это не благотворительный фонд. Когда компания спонсирует культурный проект, она не делает добро в традиционном смысле. Она приобретает присутствие рядом с ценностями, важными для ее аудитории, ее сотрудников, ее репутации на рынке. Это меняет логику разговора кардинально. Организация не просит поддержки. Она предлагает партнерство, от которого обе стороны получают что-то конкретное. Понимание этого делает разговор с корпоративным партнером гораздо проще, потому что снимает ощущение просьбы, заменяет его деловым предложением. Это язык имиджа. И здесь нужно понимать, какие три имиджевые компонента больше всего важны для корпоративного фонда. Первый – это гордость сотрудников, employee pride. Сотрудники должны гордиться своим работодателем. Компания, которая поддерживает культурные инициативы, воспринимается как место, где работают люди с ценностями. Это важно для привлечения и удержания талантов. Второе – это репутация в сообществе. Присутствие рядом с позитивными культурными событиями формирует ассоциации с ценностями, которые разделяет целевая аудитория компании. И третье – это media coverage, пиар-ценность. Упоминание в СМИ в связи с культурным событиями – это органичный и нейтральный по тональности способ появиться в публичном пространстве. Язык заявки мы используем маркетинговый. Корпоративный партнер думает о категории аудитории, охвата и видимости. Это означает конкретные цифры, сколько людей придут на мероприятие, какой охват у социальных сетей, кто составляет вашу целевую аудиторию, возраст, профессия, интересы и иногда даже пол. И конкретно спонсорский пакет. Что именно получает компания? Логотип на всех материалах, упоминания в пресс-релизах, место для спикера на открытии, эксклюзивный вечер для клиентов и сотрудников. Хорошее спонсорское предложение – это документ на 2-3 страницы с четкой структурой. Вот наш проект, вот наша аудитория, вот 3 пакета партнерства с разным уровнем видимости. И вот что мы хотим от вас. Здесь действует одно практическое правило. Корпоративные спонсоры, как правило, избегают острых политических тем. Для них это репутационные риски. Если ваша работа организации напрямую и неотделимо связана с политическими рисками, с политической ситуацией в Беларуси, например, то корпоративный спонсор, скорее всего, не всегда будет подходящим для вас партнером. Но если в вашем проекте есть социальная, образовательная, культурная составляющая с понятной привлекательной аудиторией, стоит поискать литовские, польские, немецкие, другие компании с белорусскими фаундерами или компании с заявленной социальной стратегией в части культурного разнообразия. Это реальная растущая ниша. О социальной ответственности бизнеса мы еще поговорим в отдельном модуле в рамках этого курса. Вот мы с вами рассмотрели 3 типа донора. 3 разных языка, 3 разных логики успеха, 3 разных разговора. Давайте посмотрим на табличку на презентации и еще раз финализируем всю структуру. У нас есть главный вопрос для Еврокомиссии – это как это меняет систему. Для частного фонда – как это совпадает с нашей стратегией. Для корпоративного – что мы получаем? У нас есть язык. Для Еврокомиссии это технический, KPI, логфреймы. Для частного фонда стратегический и нарративный, а для корпоративного маркетинговый. У нас есть путь импакта. Для Еврокомиссии он линейный и измеримый, для частного фонда гибкий и системный, а для корпоративного имиджевый. Что больше всего убивает заявку? Для Еврокомиссии нет цифр и индикаторов. Для частного фонда нет теории изменений. Для корпоративного нет пакета видимости. Отношения с Еврокомиссией мы строим формальные, через конкурс. С частным фондом долгосрочные, желательно через офисера. С корпорациями мы разговариваем на деловом языке
и строим отношения через Business Development Manager. Сроки решения. Для Еврокомиссии это самые длинные сроки, от 6 месяцев и более. Для частного фонда от 3 месяцев. С корпорацией можно договориться как и за 1 месяц, так и за пару недель, а иногда это требует и 3 месяца. Понятно, что таблица — это не жесткий алгоритм. Реальные доноры чаще всего совмещают разные черты разных типов. Но как отправная точка для анализа эта таблица помогает вам определить, какой разговор и как нужно вести. Сейчас я вам предложу сделать матрицу совпадения доноров. Перед написанием любой заявки, независимо от типа донора, полезно заполнить донорскую матрицу совпадения. Это неформальный документ, это ваш рабочий инструмент. 6 вопросов, ответы на которые нужно найти до того, как вы откроете свой редактор текста. Первый вопрос. Каков главный приоритет донора прямо сейчас? Второй. Какой язык изменений донор использует в своих документах? Третий. Кто принимает финальное решение о гранте? Четвертый. Что финансировалось последние 2-3 года? Пятый. Где конкретное совпадение с нашей миссией? И 6. Где риск несовпадения и как его закрыть? Последний вопрос, он самый важный и самый редко задаваемый. Найти риск несовпадения самостоятельно значит иметь возможность его закрыть еще на этапе подготовки заявки. Если вы его пропустите, значит оставите донору возможность его найти и возможность для отказа. Эта матрица решает 2 задачи одновременно, помогает принять решение о том, стоит ли вообще подавать эту заявку, и дает как раз аргументацию для написания. И вот мы составили матрицу, и сейчас нам нужно понять, какому донору и как мы будем подавать. Шаг первый. Мы идем на сайт донора, смотрим раздел About, Strategy и смотрим, что они говорят о себе, какие слова повторяются. Составляем список из 5-7 ключевых терминов. Это и есть словарь, который должен войти в вашу заявку. Второй шаг. Work Program и Call Guidelines. Какие термины встречаются 3 и более раз? Подчеркните их. Именно они и есть ключи к вашему оценщику. Использовать их дословно – это не плагиат, а признак того, что вы почитали документ и понимаете, о чем идет речь. Третий шаг. Мы идем в раздел Funded Project. Как описаны результаты успешных проектов? Выбираем 2-3 максимально близких вашей теме. Смотрим, как называется проект, какую проблему он решает, как описана целевая аудитория. Это образец для вашей структуры языка, и используем его как шаблон, наполняя своим содержанием. Далее мы открываем Annual Report, годовой репорт. Какие истории фонд рассказывает о своей работе? Какие кейсы он выбирает как показательные? Обратите внимание, это не пиар-документ, это отражение того, каким фонд хочет видеть свое влияние на мир. Если в отчете постоянно появляется история о молодых лидерах, это для вас сигнал. Если доминируют системные цифры, институциональные изменения, это другой сигнал. И, наконец, открываем LinkedIn программного офисера, если он у вас есть, и смотрим, что он публикует и комментирует. Это прямой сигнал о личных приоритетах конкретного человека, который будет читать вашу заявку. Не нужно тут никаких манипуляций, додумываний. Это для вас, для понимания контекста. Если программный офисер последние полгода активно пишет про mental health в гражданском секторе, стоит подумать, а если этот угол в вашем проекте? Если вы не нашли какой-то информации, у вас остается вопрос, пишите донору напрямую. Большинство фандрайзеров боятся писать донору до подачи заявки. Им кажется, что это неуместно, непрофессионально, может быть навязчиво. На самом деле ровно наоборот. Большинство фондов специально оставляют контакты офисера на сайте, чтобы им написали. Короткое письмо с конкретным закрытым вопросом до дедлайна – это очень профессиональный подход. Подпадает ли организация с таким юридическим статусом под критерии eligibility? Или правильно ли я понимаю, что проекты с бюджетом ниже 50 тысяч не рассматриваются в этом конкурсе? Это звучит как нормальный деловой вопрос. Они показывают, что вы серьезный заявитель, который читает документы. Что тут важно? Это показать, что вы уже ознакомились с правилами конкурса и лишь уточняете непонятные для вас моменты. Второй важный момент. Вопрос должен быть конкретным и закрытым, то есть требующим ответа на «да» или «нет», а не расплывчатым «скажите, подходим ли мы». Открытые вопросы перекладывают работу на офисера, и тогда вы редко на них получите развернутый ответ и покажете себя в неприглядном свете. И вот
Последний важный вопрос. Принятие решения, to be or not to be, подавать или не подавать. Один из ключевых навыков профессионального фандрайзинга — умение отказаться от заявки еще до того, как вы потратите на нее 3 недели. Звучит контринтуитивно. Разве не нужно подавать как можно больше заявок? Нет, тут качество важнее, чем количество. Слабая заявка не просто не получает финансирование, она создает негативное впечатление о вас. Сильная заявка, поданная в правильный момент к правильному донору, стоит на самом деле в 10 раз больше, чем 10 слабых. Перед началом работы над заявкой нужно ответить на несколько вопросов себе. И честно обсудить их с командой. Соответствует ли организация формальным критериям? Критерии отбора обычно четкие. Тип организации, страна регистрации, минимальный опыт, требования к партнерству. Если тут что-то непонятно, пишем донору. Напрямую и с конкретным закрытым вопросом. Доноры не снижают баллы за корректные вопросы. Помним это. Есть ли релевантный опыт нужного масштаба? Речь не только о тематике, но и о масштабе управления. Если организация никогда раньше не управляла бюджетом больше 50 тысяч, а подает на 500 тысяч, это выглядит сомнительно. Это не значит, что автоматический отказ. Но нужно объяснить, как именно организация готовится к такому масштабу. И если подготовки недостаточно, рассмотреть партнерство с более крупной организацией, которая возьмет на себя роль лид-партнера. Партнерство в данном случае — это не слабость, это ваша стратегия. Каковы реальные шансы? Если конкурс ожидает 1500 заявок, финансирует 5, нужно честно оценить, есть ли конкурентное преимущество перед другими кандидатами. Уникальность контекста, знания, команда, партнерство. Если такого преимущества нет, возможно, стоит дождаться другого конкурса или укрепить позицию организации перед следующим раундом. Есть ли команда для реализации прямо сейчас? Распространенная ошибка — это выиграть грант, а потом искать людей под него. Хорошие специалисты редко бросают все по первому звонку, у них есть другие проекты, планы, дела. Предварительные договоренности с ключевыми членами команды нужно заключать до подачи заявки, а не после получения финансирования. Иначе первые 2-3 месяца уйдут у вас на рекрутинг, и это будет заметно в финальных отчетах. Нет ли соображений безопасности? Это очень важный пункт именно для белорусских культурных проектов. Могут ли требования донора, в том числе связанные с публичностью проекта, открытостью данных, публичной отчетностью, создать риск для участников внутри Беларуси или для самой организации? Это нужно ценить заранее, а не после подписания грантового соглашения. Если риски есть, идем обсуждать их с донором. Большинство опытных доноров, работающих с Беларусью, и в регионе готовы к такому разговору, имеют опыт адаптации требований. Разберем конкретно, что это именно значит для белорусских инициатив. Публичность и защищенность участников. Многие доноры требуют, чтобы результаты проекта были публично задокументированы. Фотографии, видео, имена участников, публичные отчеты. Для организации, которая работает с людьми, имеющими связи с Беларусью, это может создавать прямой риск. Прежде чем брать на себя такие обязательства в заявке, нужно четко понимать, кто из участников может идентифицирован публично, а кто нет. Управление данными. Какие персональные данные собирает организация, где они хранятся, кто имеет к ним доступ. Это не только по GDPR. Это вопрос о том, что произойдет, если эти данные окажутся не в тех руках. Доноры, работающие с авторитарными контекстами, все чаще именно задают именно эти вопросы и ожидают конкретных ответов. Цифровая безопасность, коммуникация с участником, хранение документов, работа с партнерами внутри Беларуси. Все это требует очень осознанных решений и объяснения, какие инструменты используются и почему. Организация, которая прописывает эти протоколы в заявке, сигнализирует донору: мы профессионалы, мы понимаем риски, и мы думаем о последствиях своей работы. Как это прописать в заявке? Обычно есть отдельный подраздел «Риск-менеджмент» или «Do No Harm Approach», и мы не пересказываем здесь очевидное. Например, мы понимаем, что работаем в сложном контексте, а кратко пишем конкретные решения, какие данные не собираем, какие форматы участия не требуют идентификации, с кем из партнеров по безопасности мы консультируемся. Давайте подытожим все сказанное ранее. Фандрайзинг — это не про написание текстов, это про стратегическое мышление, умение видеть свою работу глазами другого актора, с другими задачами, другой подотчетностью и другим языком успеха. Импакт — это не то, что организация сделала, это то, что изменилось в мире от того, что она сделала. Разница между этими двумя формулировками — это разница между заявкой, которую читают,
и которые не проходят отбор. Мы следуем полисе оптики. Это способность читать донора через его же документы, отражать его язык в своей заявке. Это наша профессиональная коммуникация, основанная на уважении к тому, что донор уже сказал о своих приоритетах. Есть 3 типа донора: Европейская комиссия, корпоративные фонды и частные фонды. Все они используют 3 разных логики, 3 разных определения ценностей и 3 разных разговора. Один и тот же проект может быть успешно представлен каждому из них, только язык должен быть изменен. Для того, чтобы максимально точно попасть в донора, мы составляем матрицу совпадения, делаем алгоритм анализ донора, задаем себе 5 вопросов перед подачей и превращаем фандрайзинг из лотереи в управляемый профессиональный процесс. Если мы освоим все эти 3 инструмента, мы перестаем подавать заявки просто так, не зная, что придет в конце, и начинаем выстраивать партнерство. Сейчас я предлагаю вам сделать домашнее задание, оно по желанию. Мы выбираем одного реального донора, актуального для своей инициативы, и подготавливаем 3 вещи по нему. Во-первых, донорский профиль. Пишем 1 страничку и заполняем матрицу совпадения. Далее мы пишем 3 предложения, как проект совпадает с текущими приоритетами выбранного донора, написаны дословно языком самого донора, не своими словами, а именно словами из документа. Вспомните, как мы говорили, можем изучить эти слова. И выбираем 1 красный флаг, где именно есть риск несовпадения, и конкретное предложение, как его закрыть в тексте заявки. Спасибо, на сегодня все.